Здравствуйте! В эфире телепередача исторического парка «Моя история». С вами Анастасия Арышева. Исторический парк разрабатывает новые методы работы с населением. Методисты исторического парка «Россия. Моя история» провели историко-просветительскую экспедицию в село Намцы Республики Саха-Якутия. В ходе встречи сотрудники парка рассказали школьникам о проекте «Пушкинская карта», о том, как оформить карту и пользоваться ею. Также провели занятия по профориентации «Мой путь к самореализации» и викторину про родной край среди старшеклассников из 4 школ села. Подобные экспедиции мы посвящаем в этом году году наставника и планируем дальнейшую работу в близлежащие вузы. Приглашайте, мы к вам приедем. В историческом парке «Россия. Моя история» прошел турнир по настольной игре «Путь к победе. Ржев». Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» в городе Якутск проходит турнир по настольной игре «Ржев. Путь к победе», посвященный Ржевской битве и ее 80-летию. Ржев. Путь к победе – это военно-историческая настольная стратегическая игра, посвященная событиям Ржев-Косачевской наступательной операции, начавшейся в 1942 году. Это мероприятие было очень интересным, развивающим и как видите, весьма долгим. Надеемся, что в будущем будет больше таких мероприятий. Потому что это очень интересно и очень полезно для сдающих историю. Там понимание тех, кто участвует, главнокомандующих, позиции здесь можно увидеть. Там Ржев, где находится, очень важные позиции можно знать. То для участия в этой игре нужно, во-первых, это заинтересованность в самой истории и в подобных стратегических настольных играх, а также тот же стратегический склад ума и просто желание, интерес. Самое главное, что интерес. Конечно, спасибо организаторам, историческому парку, что столько много мероприятий различных проводят. Я считаю, что эти игры, они развивают, и викторины, и игры, они развивают действительно патриотизм, потому что дети узнают больше, чем школьная программа, об истории своей Родины. И Отечественную войну забывать вообще никогда нельзя. В этом наша сила, наверное, нашей Родины, да, и я считаю, что они не только поиграли, узнали историю, да, у них развивается еще и стратегия. Они учатся стратегически думать, и это, думаю, что им в будущем очень поможет в своих выбранных профессиях. Игра – это один из самых интересных и действенных способов изучить историю. Историческому парку передали капсулу памяти из города Ржев. Состоялся круглый стол «Патриотизм. Современный взгляд», организатором которого выступила Саха-Печать. Мы сегодня провели круглый стол, посвященный памяти Ржевской битвы, Великой Отечественной войне, памяти тех якутян, которые участвовали там, погибли, пропали без вести и вернулись живыми. Больше 40 лет подряд Якутия проводила и проводит очень большую патриотическую работу. Именно в Тверской области, в деревне Филькино у нас установлен мемориал и часовня. Каждый год проходят ребята в летнее время в поисковых отрядах.
На мероприятии собрались представители органов госвласти, народные депутаты, общественники, краеведы, а также молодежь, кадеты, юноармейцы, бойцы студотрядов. В рамках круглого стола, посвященного 80-летию освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, директору музейного комплекса «Моя история» Дмитрию Соловьеву была передана капсула памяти со священной землей с кургана из города Ржев. В боях за Ржев в 1941 по 1943 года сражалось около 1,5 миллиона советских граждан, среди них тысячи якутян. Внимание! Осталась последняя неделя работы самой масштабной мультимедийно-предметной выставки «Современная история Якутии». Столетие СССР – важное событие для республики, и наша выставка расскажет, почему. У нас вы можете познакомиться с каждым этапом современной истории Якутии. Как формировалась и воплощалась мечта народа об автономии. Гражданская война. Великая Отечественная война. Подвиги якутян-героев. И другие судьбоносные события. Ознакомиться со всеми экспозициями вам поможет живой или электронный гид. Не только мультимедиа. У нас выставлены и уникальные экспонаты. В экспозицию входит и кинозал с документальными хрониками. Якутия прошлого, Якутия настоящего и Якутия будущего. На нашей выставке вы обязательно узнаете что-то новое и интересное. Ждем вас! Наш парк принял участие в молодежном фестивале «Мусустар». В историческом парке состоялась встреча с замминистра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марины Сильной с делегацией из Горного Уса, которая приехала для участия в фестивале «Мусустар». Думаю, что мы выбрали площадку парка «Россия. Моя история» не случайно, потому что фестиваль молодежный, а музей тоже молодежный, современный. И нам хотелось бы, чтобы все наши ребята, молодое поколение, чтобы они посмотрели музей, как это здорово. Гости обсудили планы и перспективы участия в фестивале, обменялись мнениями и идеями. Особенно посетителям понравилась экскурсия и тематический класс по экспозиции современной истории Якутии, который провели сотрудники парка. Исторический парк – это не только мультимедийные выставки, но и музейные экспонаты. Руководство исторического парка встретилось с членом Союза художников Республики Саха-Якутия, художником-графиком, мастером народных художественных промыслов Василием Авраменко. В эти дни мы осуществляем приемку передаваемых в дар нашему учреждению, как одному из музеев республики, архива, личного архива очень оригинального, творческого человека Авраменко Василия Ивановича, который художник, который в свое время прибыл из Украины и связал свою судьбу с нашей республикой. Художник передал в дар историческому парку работы, созданные за годы трудовой деятельности в газете «Социалистическая Якутия». Газетные полосы с его рисунками уникальны. В работах Авраменко отражена история Якутии. На страницах представлены исторические периоды строительства известных зданий города Якутска, жизнь северных районов, портреты политических деятелей и моменты из жизни якутян. Мы приветствуем такую передачу в наш фонд, потому что музейный фонд – это то, что будет храниться вечно. И поэтому есть стопроцентная гарантия того, что тот предмет, который дорог вам,
он никуда не пропадет. И он будет сохранен в соответствующих условиях, он будет описан и представлен в том виде, в котором он того заслуживает. Завершается техническое переоснащение исторического парка. Поступила последняя партия оборудования. Исторический парк «Россия. Моя история» в Якутске получил последнюю партию оборудования для финального этапа технического переоснащения экспозиций. Учреждение получило еще 90 проекторов, в том числе купольный проектор, который обеспечивает работу кинотеатра. Сегодня в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации мы получили обновленное мультимедийное оборудование, а именно современные лазерные проекторы. Это второй этап, который мы завершаем, и сегодня начинаем монтаж данного оборудования. И мы очень рады, что вот такое техническое перевооружение позволит нам шире использовать возможности нашего исторического парка для жителей Республики Саха-Якутия. Напомним, что в январе текущего года завершилась основная часть технического переоснащения экспозиций. В конце 2022 года парк получил 289 лазерных высококонтрастных проекторов, благодаря которым экспозиции стали ярче. Приглашаем школьников на профориентацию «Мой путь к самореализации». Опытный специалист исторического парка «Россия. Моя история» окажет профориентационную поддержку и поспособствует в выборе направления среды жизнедеятельности учащихся в легкой доступной форме. Игра «Интересно об истории» – тематический квест по музею, в котором участникам предстоит делиться на команды и выполнять интеллектуальные задания. Викторина «Музей старинных вещей» – в соревновательной форме участники познакомятся с древними вещами их истории. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами была пресс-секретарь исторического парка Анастасия Арышева. Исторический парк приглашает вас посетить наши экспозиции. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию Романовы. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке.